С вами в студии Лариса Волошина. А говорить мы будем о выборах в Крыму. Напомню, что на 8 сентября назначены выборы. Российские власти планируют привести в крымский парламент и местные советы депутатов, о том, как это будет происходить, о том, какова реакция на выборы международной общественности Меджлиса, мы услышим дальше. Ну что ж, я напоминаю вам, что это «Крымский вечер» на Крым-Реалиях. В студии с вами Лариса Волошина. Мы взяли тему выборов не случайно. Наша редакция следит за ней уже достаточно давно. Итак, давайте сначала определим факты. 8 сентября российские власти проведут в Крыму выборы. По данным российского избиркома, речь идет не только о том, что обновится парламент подконтрольного России, состав подконтрольного России парламента, но также и 226 представительских органов. Большей частью речь идет о сельских советах. Всего крымчане выберут 2900 депутатов. Ну и как проходит предвыборная кампания в Крыму, мы готовы уже поговорить с нашим гостем. С нами на связи Сергей Акимов, кандидат в депутаты от Коммунистической партии «Коммунистическая Россия». Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот первый вопрос к вам о том, как вы оцениваете предвыборную кампанию. Ну, как можно по-разному оценивать. Я знаю одно, что никакого демократии, то есть никакого, скажем так, честных выборов, честного голосования не будет. Это априори не должно быть, потому что на сегодняшний день наша правящая партия, это «Единая Россия». Они еще с марта месяца начали подготавливаться, в мае месяце провели предвыборные выборы, они сделали, в общем, предварительные выборы. И как бы они уже полностью победители, они даже не скрывают это и говорят об этом. То есть однозначно не будет с этих выборов ничего хорошего. Честно, они точно не будут. Очень много сообщений о том, что предвыборная кампания проходит грязно. Есть скандалы, есть недопуск партий и кандидатов к выборам, есть даже задержание. Ваша партия сталкивалась с подобной проблемой? Ну, конечно, не только мы сталкиваемся, постоянно причем сталкиваемся с этим. То есть здесь изначально, вы понимаете, опять же, правящая партия, какой у нее ресурс, что она может делать. У них любые кнопки они могут нажать, любое, скажем так, что право телефонное могут позвонить. И, естественно, да, изначально были очень большие предвзятия. Ну вот даже по нашим партиям, по коммунистам России, я хочу сказать, это не КПРФ, это не коммунистическая партия Зюганова, а это коммунисты России, другое отклонение. Именно по нам, вот смотрите, я вам так пример просто приведу. По городу Симферополе, то есть по городскому, по горсовету, у нас должно быть идти 25 человек. То есть 19 подписку и 6 человек должны были в одномандатнике. И только я единственный, один, тот, который прошел. Но, опять же, я так думаю, что, скорее всего, наверное, не знаю, это я, мой характер, наверное, просто решили допустить. Но я уверен уже, просто 100%, что я никуда не пройду. Это 100%. Потому что на сегодняшний день, опять же, говорю, что с «Единой России» депутаты, те, которые мои конкуренты, я уже не беру другие, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», эти парламентские, да, которые на сегодняшний день считаются оппозиционными, но они, естественно, не оппозиционные, потому что 29 лет сидят, ничего не делают. Но наша партия, допустим, коммунисты России, не допускают к власти. То есть не допускали, не допускают, и не будут допускать. А именно вот по нашей партии я хочу сказать, что на сегодняшний день, опять же, у нас вот 2 кандидата сняли из-за чего? То, что честно написали, что они когда-то были судимы. То есть, получается, если не написали бы этого, может быть, все и нормально прошло. Ну, и до всего, до чего только можно нельзя. То есть, можно, конечно, прикрыться законом, сказать, что все это по закону. Но мы же знаем, что ту же ЛДПР, вот нас партия ЛДПР, ту, которую полностью сняли, и что? Ее же потом восстановили. Да, они подали повторно. Да, то есть, понимаете, я же говорю, это те партии, которые карманные Кремля. То есть им, пожалуйста, что хотите делать. Я даже знаю, там больше половины документов не сдано. Ну, как бы вот такая ситуация. А те партии, которые не угодны, или те, которые могут для себя сказать, не боятся их власть, естественно, они будут до последнего оттягивать.
однозначно, не будут они честными, однозначно. Сергей, тут еще такой вопрос. Очень много сообщений о том, что на места в местных советах, в представительстве местной власти претендуют приезжие, то есть не жители Крыма. Насколько велика эта проблема? Тоже такие проблемы есть. Ну, как у нас называют, понаехавшие, то есть все уже понимают. Но на данный момент, опять же, граждане Крыма, они только сразу же в первую очередь спрашивают, есть или нет. То есть, если крымчане как бы там не было, конечно, естественно, поблажка. А приезжим как бы то ни было, уже нет такого, что даже доверяют жители Крыма. Как это, допустим, было 14-15 год, и все, наверное. Даже 16-17 уже такого не было. То есть все уже прошло. Все смотряка приедут, порядок наведут и сказки сделают. Уже такого нет, люди понимают, что такого не будет. И все-таки стараются нашим местным кандидатам депутатам, то есть местным жителям, местные жители доверяют только местным. Еще вот одно из сообщений, это исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Фейсбуке недавно фотографию сельского избирательного участка, который находился в старом троллейбусе на обочине. И о том, что многие участки не готовы, это какие-то шатры, это какие-то не приспособленные совершенно для этого места, сообщают очень много сообщений в сетях. Скажите, насколько ваша партия отслеживает подобную проблематику? Отслеживает, да, но на самом деле, что еще с тех предыдущих выборов, по-моему, если я ошибаюсь, в Госдуму у нас были, те же какие-то непонятные с ДВП, с ДСП сбитые плакаты, эти щиты, на тех, которых информация вывешивается. То есть тупо их на улице поставили, без ковида, все размерки. Да, так оно такое есть, что не подготовлено, не подготовлено. То есть разрекламировано очень сильно, я имею в виду, по телевидению, опять же, партия «Единая Россия», то есть у них себе билборды полностью завешены листовками из город, хотя с этим боролись больше 2 лет. Но сейчас все залепили людям дома, там уже люди, скажем так, что очень недовольны. Ну да, такое есть. Есть такое, что не готовые, очень многие не готовые участки. Ну, мы на сегодняшний день, опять же, очень много будем наблюдателей своих ставить, как официально, так и неофициально. И если будут какие-то у нас, именно наша партия коммунисты России, потому что на сегодняшний день в Крыму это Леонид Иванович Грач, у нас лидер. То есть он даже на крымском телевидении выступал позавчера и сказал такие вещи, что если мы увидим, что что-то будет, там какие-то грязные выборы, или официально, то есть мы все видим, будут какие-то факты, он сказал, что 8 числа только начинается, только наша борьба начинается. Однозначно мы будем что-то делать. Пока не знаю что, но я думаю, что что-то будет, может, какие-то акции протеста. Недавно в своем фейсбуке Владимир Горнарчук, это общественный активист, председатель правления «Чистый берег Крым», ранее он работал в правительстве, он опубликовал фотографию, такую, как сделал скрин письма, в котором в одной из фирм руководство рассылает своим работникам рекомендации, не рекомендации, а просто настоятельные рекомендации прийти на выборы и сфотографировать бюллетени, сфотографировать, как они голосовали, отчитаться. Это для Москвы. Вот Сергей Горнарчук, он пишет, что это в Москве, но он задает там вопрос, а что же в Крыму? Вот скажите, пожалуйста, Сергей, в Крыму админресурс, использование, насколько вы готовы к тому, чтобы отстаивать себя, если будут включен админресурсы или будут происходить какие-то фальсификации? Я вам уже говорил, что подключают все, что можно, нельзя. То есть даже сейчас у нас на фабриках, на заводах, и где только, что еще осталось, скажем так, естественно, подконтрольная на власти. Даже там проводятся сейчас собрания, то есть сбиваются, опять же, наши Аксенов, Константинов постоянно мотаются по Крыму, что только можно, нельзя. Но сейчас же ставка еще на военных, кто не проголосует у нас, как бы пойдут строем и проголосуют. А по поводу того, что какие-то фальсификации будут, я вам говорю, что наш лидер, наш руководитель, Леонид Иванович Грач, он уже заявил по крымскому телевидению, что однозначно мы будем бороться, будут у нас акции протеста и все остальное, мы так просто сдавать власть не будем. То есть такие власти, которые еще не пришли, но как бы там ни было, мы оппозиционная партия, так же, как у партии власти есть люди, те, которые поддерживают, так же есть и у нас. Это просто непризнанная власть, но мы оппозиция. На сегодняшний день единственная, по-моему, в Крыму, потому что все остальные партии, скажем так, они уже даже поделили мандаты, уже там хвастаются, что в ЛДПР там 5 человек зайдет, допустим,
демократии. То есть, чтобы просто люди увидели, что есть какие-то партии, которые будут участвовать. Но я уверен, что не пройдем, мы не пройдем. Спасибо большое, Сергей. С нами на связи был Сергей Акимов, общественный активист в Крыму, один из кандидатов на предстоящих выборах. Я напоминаю, что страны Евросоюза, Украина, Соединенные Штаты не признают выборы на территории полуострова. До эфира мы связались с аналитиком Комитета избирателей Украины Денисом Рыбачком и расспросили его о том, что, согласно украинскому законодательству, нарушается при проведении російських виборів в Криму. З точки зору українського законодавства очевидно, що такі речі вони є порушеннями. Це порушення Конституції України, це порушення низки законів України, зокрема і виборчого законодавства. Тому що очевидно, що проведення виборів в Криму, воно йде повністю в розріз із виборчим законодавством України. І хоча б почати з того, що такого органу, як Державна Рада Криму, в українському законодавстві зараз в тому вигляді, в якому це є в Росії, його не існує. Тому насправді очевидно, що це є серйозним порушенням не лише навіть українського законодавства, але й міжнародного законодавства, низки документів Організації Об'єднаних Націй України, Об'єднаних Націй світу, Ради Європи. Тобто це ті документи, яких підтверджується територіальна цілісність України. Тому, звісно, будь-який факт проведення виборів на тимчасово окупованій території Криму, він порушує як національне законодавство, так і международное законодавство. Также Денис Рыбачок рассказал о том, что нарушают организаторы выборов в Крыму. В цьому контексті в першу чергу варто говорити про відповідальність осіб, які забезпечують організацію і підготовку голосування. Тобто це люди, які працюють у виборчих комісіях, в тому числі на керівних посадах. Зокрема, в минулому ми вже мали прецеденти, коли Росія проводила на території Криму вибори, зокрема і вибори президента. І за результатами цих виборів низка осіб в керівному складі, вони несли фактично відповідальність у вигляді санкцій. Тобто ці люди, як правило, включаються до санкційних списків, які розробляються Європейським Союзом, і відповідно на них поширюється санкційний механізм, який вже був розроблений. Тобто така практика, вона в минулому вже мала місце, і відповідно той факт, що зараз будуть проводитись нові вибори, він так само знову ж таки буде піднімати питання щодо того, що організатори незаконного голосування, вони мають потрапити в санкційні списки. Якщо говорити про безпосередньо українське законодавство, то є Кримінальний кодекс України, є стаття «Державна зрада», і в принципі ті дії, які проводять керівники виборчкомів по організації незаконного голосування, вони мають всі шанси, на мою думку, потрапити під дію цієї статті, якщо вони, звісно, є громадянами України при цьому. Але наголошую, що раніше подібні прецеденти, принаймні в частині санкцій, вже мали місце раніше, тому зараз було б важливо, щоб подібна логіка, вона насправді поширилася. Так само і на ці випадки. Здесь надо отметить, что прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск главу российского избиркома Крыма. По информации ведомства, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. Имя данного господина не объявляется, но при этом, согласно информации на сайте российского избиркома Крыма, нынешним главой является Михаил Малышев. Михаил Малышев уже прокомментировал это заявление, сказав о том, что это никак не повлияет на предстоящие выборы и что он лично хотел бы пообщаться с этими следователями. Но сделано это в очень ироничной манере. А мы, тем не менее, спросили у Дениса Рыбачака о том, что угрожает крымчанам, которые примут участие в выборах 8 сентября. Люди, які голосують, мені здається, що вони все-таки не можуть нести якоїсь відповідальності в цьому випадку. Принаймні, я не можу згадати якихось випадків, коли б така відповідальність вона наступала. Тобто, коли ми говоримо про організаторів виборів, то тут все чітко. Якщо вони є громадянами України і вони сприяють організації незаконного голосування, а воно є незаконним, очевидно, то, відповідно, вони мають нести відповідальність, в тому числі, можливо, за статтею «Державна зрада». Варто тут дивитись в кожному випадку ще окремо. Але якщо ми говоримо про звичайних громадян, які в такий спосіб голосують, то говорити тут про якісь конкретні, власне, механізми покарання цих людей, я думаю, що все-таки буде занадто складно, проблематично і навряд чи це взагалі реалістичне завдання, в принципі. Тобто, в першу чергу, варто говорити про організаторів безпосередньо такого голосування.
Ну и также аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок рассказал, как может отреагировать, по его мнению, международное сообщество на выборы в Крыму. В минулому ми вже мали практику, коли за результатами незаконних виборів санкції на Росію вони посилювалися. Тобто, якщо ми згадаємо вибори президента Росії, які проводилися в Криму, чи парламентські вибори, які проводилися так само в Криму до Державної думи Росії, то якраз за результатами цих виборів була досить жорстка позиція Європейського Союзу та міжнародних партнерів України. Тобто алгоритм був такий: Верховна Рада України приймає постанову, якою звертається до міжнародних організацій, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ПАРЄ, де фактично закликає вжити певних заходів щодо організаторів виборів, зокрема деяку іншу діяльність, наприклад, не допускати своїх міжнародних спостерігачів для спостереження за цими виборами і так далі. Тобто це вже раніше використовувалося досить активно, і тому зараз, в принципі, так само може продовжитися. Якщо ми говоримо про санкції, то за результатами минулих виборів, в першу чергу, це були не стільки санкції проти Росії як держави-агресора, тобто якісь секторальні санкції, які стосуються економіки, тобто ті санкції, які були ще в 2014 році запроваджені, а як це були все-таки персональні санкції щодо організаторів виборів. Тобто це може бути кілька десятків осіб, і, власне, Європейський Союз, міжнародні партнери, вони реагували саме на цих осіб і, відповідно, запроваджували щодо них санкції за результатами виборів. В минулому така практика була. Ну что ж, это был аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. А я напоминаю о том, что мы обсуждаем на Крымском вечере, на Крым-реалиях. Мы обсуждаем предстоящие выборы, которые должны пройти на полуострове 8 сентября. Речь идет о переизбрании Крымского парламента, а также выборов в местные советы. В основном речь идет о сельских советах. Ранее Российская избирательная комиссия Севастополя отказала в регистрации для участия в выборах в местный парламент 5 политическим партиям. Это партия «Дело», «Родина», «Зеленая партия», партия ветеранов и партия «Великое Отечество» из-за нарушения в документах, как сообщается. При этом партия ЛДПР, сославшись на опоздание в подаче документов, подала документы повторно. Это то, о чем нам сообщал Сергей Акимов, общественный активист из Крыма. Помимо прочего, отказано в регистрации в 474 кандидатам, в том числе отказали в регистрации целому списку отделения Российской экологической партии «Зеленые», поэтому их кандидаты участвуют только в выборах по одномандатным округам. И в этом году, я еще раз напоминаю, что в этом году прокуратура Автономной Республики Крым обвинила в нарушении территориальной целостности, посягательстве на территориальную целостность Украины главу избиркома Крыма, хотя имя главы избиркома не называется, но на сегодняшний момент им является Михаил Малышев. Также я хотела бы в данном случае читать некоторые сообщения, например, вот абсолютно пророссийская общественница, одна из организаторов движения «Антинато» в Крыму и участница Крымской весны Лариса Курашкина, она высказалась о том, что на полуострове выборы не допускают равных условий в политической борьбе. Вот. А с нами на связи уже Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Ахтем. Добрый вечер. Ну, вот мы обсуждаем выборы, которые пройдут на полуострове 8 сентября. Дело в том, что предыдущие выборы президента Российской Федерации в Государственную Думу, в которой участвовали крымчане, была очень серьезная реакция, в том числе и украинский парламент выпустил несколько постановлений. Сейчас какова на сегодняшний момент реакция украинской стороны на то, что происходит на полуострове? Ну, давайте сразу поправочку для зрителей. В России вообще-то, в общем, не существует такой процедуры, как выборность, да, выборы. А в Крыму эти действия носят характер преступления. А вот что касается реакции Украины, парламента, официальной власти, мы, как вы знаете, фракция наша сделала заявление на прошлой сессии, акцентируя внимание депутатов
на вот этом преступлении, чинимом Россией и оккупационной властью в Крыму. Что касается официальной позиции, мы будем поднимать этот вопрос на предстоящей недельной сессии и готовим уже заявление, которое будем предлагать поддержать уже от имени Верховной Рады. Я не сомневаюсь о том, что МИД страны сделает соответствующее заявление. И очень надеюсь, что президент, как и ранее было традиционно принято, выскажет свою точку зрения по вот этим преступным действиям оккупационных властей. Ну, вот в нашем эфире аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, он сказал о том, что реакция, заявление, хорошо бы, если бы они сопровождались санкциями, причем санкциями, как он сказал, персональными и санкциями против российского государства. На ваш взгляд, насколько возможно в сегодняшней обстановке вообще поднимать вопрос о санкциях? Услышит ли Запад, те же Соединенные Штаты, которые не признают выборов, или Европейский Союз выборов на территории оккупированного Крыма, услышат ли они такой призыв? К сожалению, сегодня нужно констатировать, что и сегодняшнее громкое, скажем так, действие по освобождению одного из преступников, на руках которого кровь, в том числе кровь детей, женщин, гражданских лиц в сбитом самолете. И подобные, конечно, действия, кто бы как сегодня не пытался бы попытаться это представить как некую необходимость в освобождении наших политзаключенных, заложников, я не думаю, что это будет вот так же оценено международным сообществом, нашими партнерами. Скорее всего, вот такие действия, они могут привести к снижению давления на Россию, как на страну-агрессора против нашей страны. И, честно говоря, лицо наше будет выглядеть мы будем плохо. Ахтем, вы предполагаете, что сегодняшнее решение выдать Владимира Цемаха, бывшего главу противовоздушной обороны, так называемого главу противовоздушной обороны ДНР российской стороне, может повлиять на решение международного сообщества относительно санкций? Я считаю, что наша сила, наши твердые позиции, которые мы демонстрировали на международных аренах, и нашу волю к свободе, к независимости и возвращению наших оккупированных территорий вызывало до сих пор все эти 5 лет уважения на международных площадках. И даже если были сомнения у некоторых лидеров по поводу введения жестких санкций, они за счет нашей такой стойкой, сильной позиции нивелировались, и международное сообщество, европейские страны единогласно принимали санкционные методы. Хотя в 2014 году, если вы помните, это было достаточно сложно в начальном этапе агрессии России довести международному сообществу акт военного вмешательства и захвата наших территорий. Но еще Сейчас этот вопрос очень связан и в том числе с Крымом. Ведь Крым и то, что вы сказали про вот эти так называемые выборы, они напрямую связаны с теми действиями, которые происходят у нас в стране. Еще один вопрос говорят о том, что явка будет очень низкой. Например, Андрей Васильев, это журналист российский, он говорит о том, что он прогнозирует не более 30%. В прошлые годы Меджлис обращался с воззванием к крымско-татарскому народу о том, чтобы не посещать эти выборы. Насколько сейчас будет ли подобное обращение? Во-первых, уже обращение руководства Меджлиса уже в течение недели мы его демонстрируем на всех и интернет-ресурсах, и в прямых эфирах. И, естественно, заявление председателя Меджлиса по ситуации по выборам, это и есть заявление Меджлиса. Другое, и точно мы знаем, у нас очень серьезно идет мониторинг, и мы очень серьезно
сейчас общаемся с Крымом и понимаем, что, в общем-то, люди не готовы спустя 5 лет снова подыгрывать оккупационным властям. Мы мониторим, сколько выдвигается людей, и надо сказать, вот я вам простой пример приведу, и вы все поймете. Если в Бахчисарайском районе проживает порядка 24 тысяч крымских татар, из 17 сельсоветов, а выдвинулось всего 34 человека. Ранее на местных выборах активность определялась порядка 3000 крымских татар, выдвигаемых в разные уровни советов. Райсоветы, горсоветы, местные советы. Вот приблизительно картина такая по всему Крыму, а есть регионы, где, это я сказал про самые влиятельные регионы, где вот такая низкая, и то эти люди назначены оккупационной властью, то есть безальтернативно для того, чтобы хоть каким-то образом их воткнуть туда, в эту оккупационную систему власти, которая контролируется и создается Россией. Спасибо, Я Ахтем. убежден, что и народ в очередной раз продемонстрирует не только в Крыму России, но и всему миру, что значит соблюдать и придерживаться, несмотря на всякие угрозы жизни, придерживаться вот тех вот правил порядочности, правил соблюдения международных норм и непризнания оккупации. Спасибо, Ахтем. С нами на связи был Ахтем Джигуз, народный депутат Украины, заместитель Меджлиса крымско-татарского народа. А мы готовы поговорить с Алексеем Горанем, профессором политологии Киево-Могилянской академии. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Да, добрый день. Первый Салям вопрос. алейкум. Алейкум салям. Мы с вами сейчас обсуждаем такую тему, которая не очень много уделяет внимания в украинском информационном пространстве. Когда были выборы российского президента, и в этом участвовал Крым, было заявление, был очень серьезный резонанс о том, что участие в этих выборах избирателей из оккупированного Крыма ставит под вопрос легитимность Владимира Путина. После выборов в Государственную Думу Российской Федерации было заявление украинского парламента о том, что Верховная Рада не признает выборы, не считает легитимной Государственную Думу вообще целиком. К этому воззванию, к этому постановлению присоединились в том числе и Польша, очень много стран, которые не признали депутатов, избранных в Крыму. И вот сейчас местные советы. Мы видим, что власть Российская Федерация стремится сейчас постепенно обновляет власть. Как Украина должна относиться к тому, что сейчас происходит? Ну, смотрите, вот вы привели пример избрания Путина и избрания членов Думы, в которых принимало население, ну, Россия распространяла избирательный процесс и на Крым, и в связи с этим действительно Украина сделала ряд демаршей на международной арене. А что сейчас происходит в Крыму, вот с точки зрения международного права? Ну, в общем-то, избрание абсолютно незаконных структур. Вот. Честно говоря, даже не знаю, насколько нужно ли нам, знаете, делать заявления там от имени там парламента какие-то, потому что, еще раз, речь идет о избрании каких-то марионеток. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, мы должны подчеркивать о том, что Крым оккупирован, и что мы должны стремиться, чтобы международное сообщество продолжало мониторить ситуацию в Крыму. Это очень важно, потому что мы видим сейчас есть негативные тенденции. Так, это возвращение России в Совет Европы, причем это было аргументировано тем, что нам нужно как-то поддерживать гражданское общество в России, поэтому вот нам нужны инструменты давления на Россию. Ну вот, пожалуйста, вот сейчас мы говорим о ситуации еще раз в оккупированном Крыму. И я думаю, что наши международные партнеры, они должны реагировать и еще раз и мониторить то, что происходит в Крыму, то, что происходит с крымскими татарами, то, что происходит с проукраинскими активистами. Вот. Я думаю, что
об этом, конечно же, надо будет говорить и на Генеральной Ассамблее ООН, когда новый президент Зеленский поедет в США, это будет его первое выступление. И я думаю, ему нужно напомнить, да, чтобы он не забывал, чтобы называл вещи своими именами. Это очень важно. В позапрошлом году, в конце каждого календарного года Генеральная Ассамблея ООН принимала резолюции о правах человека в Крыму. Это сделать не очень просто, но тем не менее украинской дипломатии удавалось принимать такие резолюции. И надо как бы не продолжить это делать и сейчас. Украинская дипломатия должна этим заниматься. Да, спасибо, Алексей. Напоминаю, с нами на связи был Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии. В студии для вас работала Лариса Волошина. Ну что ж, услышимся на Крым Реалиях.